том, что в стране открываем 18 регионах Беларуси, мы открываем 18 офисов депутатов гражданского договора. И вот такой офис в том числе открывается и в Витебске, как региональный офис. Он, ну, во-первых, он персонифицирован вот в 3 фигурах. Это люди, которые участвовали в этой вот псевдоизбирательной кампании, да, сейчас уже можно говорить. Это вот Александр Никулин, который был зарегистрирован кандидатом в депутаты, и Лидия Сагибуллина, и Сергей Парсюкевич, которые собрали более 1000 подписей, но были незаконно не зарегистрированы, но тем не менее тоже с избирателями работали. Офис депутата гражданского договора – это не стены и не квадратные метры. Это в первую очередь конкретная работа с конкретными людьми. Вас обидели, у вас есть конкретная жалоба, но мы вместе с вами будем решать проблемы. Если это там не заасфальтированная улица, и все спотыкаются, давайте вы, граждане, не только мы будем вам это все решать, а вы вместе с нами. Мы собираем подписи, мы ходим по начальникам, да, мы проводим собрания жителей, мы что-то там требуем, мы отставим свои интересы. И так далее, и так далее. И вот форма гражданского договора, она существует в таком бумажном виде. Я вот специально открыл сайт наш «Заправду.инфо», и человек может заключить гражданский договор. Вот даже, ну вот здесь вот у нас есть на сайте, это можно найти гражданский договор. Вот если сюда вот шлепнуть, там просто даже форма, вот составить договор, да, на следующей странице. Раз. Тут идет такая немножко бюрократия, как мы написали. Вот человек может отставить свое имя, отчество, вот здесь он вверху описывает проблему или свою идею, свое мнение высказать, как это можно решить. И вот если человек вот к этим действиям готов, с ним заключается гражданский договор, и мы берем, и он берет на себя обязательство, что не прячется в кусты, он работает, и компания «Говори правду» вот в лице наших депутатов гражданского договора. Мы пытаемся эту проблему вместе решить. Вот, да, есть политзаключенные, что плохо. Но я уверен, что участвуя в выборах, мы по теме политзаключенных поработали больше, чем бойкотчики. Нужно вообще вот для себя поставить задачу, что к местным выборам, которые у нас весной 2014 года, мы попробуем выставить до 1000 кандидатов в депутаты, которые будут вот идти на основе этого гражданского договора. Я тебе слово передам уже депутатам, собственно, которые вот тут что-то расскажут, что они считают. Давай, Лида, потом Сергей, потом Александр. Ну, как вы знаете, компания «Говори правду» в области поддерживалась 5 кандидатов. 2 было зарегистрировано, 3 было зарегистрировано, а 2 не были зарегистрированы. Лично я обещала тем людям, у которых брала личных, практически все подписи собирала сама, чтобы знать своего избирателя. Я обещала, что мы заставим чиновников работать. И основной посыл нашего офиса гражданского договора – это заставить чиновников работать на нас, граждан. Когда мы шли кандидатами в депутаты, мы говорили людям, что если вы нас изберете, ну, конечно, мы играли словами, что изберете, мы говорили о том, что мы знаем, какой закон мы первый протащим в белорусском парламенте. Это выборность мэров. Получилось так, что во время избирательной кампании люди уже просили решать какие-то вопросы. И теперь, если меня там не зарегистрировали, ничего не делать, это значит потерять их даже на тот период избирательной кампании, когда все будет нормально, когда выпустят политзаключенных, когда будут какие-то, нас допустят по счету голосов, но мы в эти квартиры уже не войдем, мы просто потеряем их доверие. Это, может быть, такие, я говорю, такие прописные истины, но это действительно так. 5000 человек, возможно, много, немного, но не по таким псевдоофициальным данным проголосовало за нашего кандидата Пауши Анташкевича Константина. Ну, мы все живем в одной области, мы его хорошо знаем. Мы считаем, что это своего рода победа. Вот когда он собирал подписи и ходил, одна проблема звучала: транспорт, транспорт, транспорт. То есть там очень плохо ходит транспорт, кто добирается в этом центре знания. И сами избиратели тогда подсказали решение. Работники этого автопарка. Говорит, у нас на одного водителя приходит 4 кабинетных работников. Но вот их-то можно согласить и увеличить зарплату. Значит, вот на сегодняшний день уже идет вот сбор подписей под это предложение автопарка. Спасибо, Сергей Парсюкевич. Ну, все, наверное, знают,
В принципе, это понятно, что для того, чтобы построить дом, если опустить теорию, то нужно сначала как минимум выкопать яму для фундамента. Почему-то оппозиционные круги об этом реально забывают. Поэтому на сегодняшний день мы видим, если, скажем так, объективно подходить к этому вопросу, что позиция реально находится в маргинальном состоянии. И доходит до того, что не только там власти не любят оппозицию, обычные граждане не доверяют, а и порой реально презрительно относятся к оппозиционным деятелям. Вы уже, наверное, видели, в принципе, больше года я занимаюсь конкретно Витебской этой проблемой. Мы стараемся решить конкретные проблемы конкретных людей. Примеров тому масса. Большая часть из вас, в принципе, это видели, и неоднократно. Это и по Терешковой парковка, и, и пешеходный переход на Смоленской. Таких вот примеров очень много. Люди реально видят, что в городе есть сила, которая представляет их интерес. Что мы с этого, скажем, какие выводы можем из этого сделать? Те, что в этой ситуации, занимаясь конкретной работой по защите интересов граждан, мы получаем их доверие. В случае, если нам будет необходимо, скажем так, пользуясь доверием, мы можем рассчитывать уже и на их понимание, и на их поддержку. Чего, в принципе, другие оппозиционные структуры, насколько я вижу, у нас в Витебске, особо не занимаются. Я последний год реально работаю, что-то вроде депутата местного совета. То есть люди ко мне обращаются со своими проблемами, они не обращаются к депутатам, потому что знают, что это бесполезно. Более того, местные депутаты, они постоянно мне препятствуют в моей деятельности. Где-то порядка 30 компаний мы проводили, результативность порядка 80%. То есть, если проходят собрания на каком-то местном уровне с населением, это просто страшно, что творится. Вот на последнем мне реально пришлось чиновников от людей защищать. Конечно, было, что называется, предварительная подготовка к этому, ко всему, да. То есть мы там с людьми разговаривали, встречались, но люди были жутко агрессивны. Они не пошли на выборы, потому что считают, что депутаты никому не нужны, и они ничего не делают. Но мне они доверяют, потому что они реально видят, что я защищаю их интересы. И компания говорит правду, этим занимается. Александр Микулин, посмотрите. Добрый день. Собравшиеся, я зарегистрированный кандидат депутата в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь по Витебско-Чкаловскому округу номер 18. Мне так посчастливилось, что мои подписные листы, как ни пыталась окружная избирательная комиссия проверять, но не смогли они достигнуть своего результата и снять меня с предвыборной гонки. К избирателям мы пришли не с пустыми руками, мы пришли с гражданским договором. И хочу честно вам признаться, что люди в нас поверили, нам доверили. Кредит доверия такой выдали. И вот в своей официальной листовке, которую я распространял, она распространена в количестве тиражей 20 тысяч на мой избирательный округ, есть в конце приписочка, что примечание независимо от результатов выборов. Избиратель имеет право обратиться по интересующим вопросам и указан телефон мой. В официальной листовочке был опубликован гражданский договор, где конкретно я, Александр Микулин, брал на себя обязательства перед гражданином. Гражданину оставалось только прочитать и заполнить гарантийный талон обращения, в случае, если ему это понадобится. К этому дню я подготовил уже некоторые обращения в официальные органы. Так, например, главному редактору редакции Витебской газеты «Витебич» я написал обращение с просьбой опубликовать благодарственное письмо
избирателям моего территориального округа, где я их благодарю за подпись. И также обращение к новоизбранному действующему депутату, которого поздравил в честной борьбе с депутатом гражданского договора. И понадеялся, что он будет все-таки принято на себя обязательно исполнять полный миссию. Что мы планируем делать? И цели нашей задачи. В первую очередь, я хочу сказать так. Хотелось бы, чтобы присутствующие немножко уделили внимание, на чем мы будем акцентрировать свою работу. Это работа с жестами. Особенно с жестами, потому что конкретно это касается каждого гражданина. Второе, работа с властью. Что власть должна делать, что она обещает? Это дороги, это больницы, это судьбы. И еще третий вопрос мы планируем. Это работа с коллективными какими-то мероприятиями. Офис уже работает. Мы сегодня просто вот публично себя ставим под обстрел общественности. Если, ну просто вы увидите, будем мы работать, да, или не будем. Если будем работать, значит мы будем работать. Если это все наши заявления окажутся пустыми словами, ну, будете вправе нас критиковать. Вот.